В 2016 году этот стадион во время проведения чемпионата мира Канифа стал центром всеобщей радости. Спорт в Абхазии всегда был в почете. О нынешнем состоянии футбола, спорте и воспитании молодых спортсменов поговорим сегодня с известным футболистом, тренером, директором Республиканской детско-юношеской спортивной школы игр Юрием Логло. Юрий Родионович, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе «Зачем вообще нужен спорт?». Сегодня что может сделать спорт? Мне кажется, ни один, не в обиду будет сказано, ни одному политику, ни одному этому не достичь тех, что можно через спорт достигнуть. Здоровье детей и в каком возрасте лучше всего отдавать ребенка в спортивную секцию? Если бы меня спросили бы, я до 6-7 лет запретил бы вообще ребенка отдавать в спорт. Бюджет Республиканской детско-юношеской спортивной школы и состояние объекта. Я надеюсь, что настанут времена, когда отремонтируют. В 2016 году этот стадион стал центром объединения, можно сказать, всего народа. Это был не просто спортивный праздник, но это праздник единения. Как вы оцениваете вот то, что происходило здесь в 2016? Эти дни, наверное, вы все прекрасно помните, было нашими спортсменами, футболистами. Нам подарили светлые дни, вот можно вот так смело сказать. И не только чисто в спортивном духе, а в том, что на трибунах мы сидели независимо от своих взглядов на политические реалии. Тут единственное, что могу смело сказать, что в те дни болели все за нашу сборную. И она на тот момент смогла сделать то, что мы все ожидали. И вот эти дни были такими днями, которые нам давала возможность чувствовать, что мы еще в спорте можем многого достичь и многое сделать. Спорт – это сегодня все, это здоровье нации, это общение со всем миром. Через спорт узнают нашу страну. И сегодня вот даже тот, могу сказать, маленький поезд, который приехал со всего мира, и сегодня в Абхазии было такое мероприятие, люди узнают про Абхазию. Вот это через таких людей, как Денис Царгуш, как Хибла Гизма, как наши спортсмены, узнают в Абхазию нашу тоже. Послевоенные годы, определенный застой и в спорте был в том числе. Как вы думаете, смогли мы уже преодолеть вот этот барьер? Еще где-то после войны, годиков 5, спорт еще двигался по тем заложенному фундаменту. Но после этого на сегодняшний день, по-моему, может кто-то по-другому но мне кажется, мы отстаем. Отстаем не только в спортивных достижениях, а отстаем и в технике, и в тактике, и в развитии инфраструктуры, потому что без инфраструктуры невозможно достичь тех спортивных достижений, которые достигают все выдающиеся спортсмены, выдающиеся команды. Профессиональный спорт – это, как правило, жесткий режим. Подростки, занимающиеся футболом, по правилам должны большую часть времени находиться на спортивных базах, где четко распределено время на отдых и тренировки. В Абхазии пока таких площадок нет. Я могу немножко глубже пойти и сказать, что сегодня даже у нас нет закона о спорте, у нас сегодня нету баз. И еще самая большая проблема, что у нас, если есть еще спорт детский на каком-то уровне, это где-то до 13, до 14 лет, до 15, то потом мы теряем этих ребят, потому что этих ребят мы не можем ни в одну команду такую более солидную, хотя бы нам нужна команда, одна из команд, независимо от названия, которая бы могла бы себе позволить играть немножко выше. Немножко выше для нас сегодня, наверное, это
в чемпионате России. Я не знаю, кто-то говорит на юге России, кто-то говорит во второй лиге, кто-то говорит в другом, но даже не это важно. Самое главное важно, чтобы наши дети с переходного возраста, с 15-16 лет, могли быть задействованы в взрослой команде. Сегодня ребята наши, к сожалению, после игры, они могут себе позволить пойти домой, пойти куда-то в другое место. Режим полностью, который не дает возможности готовиться к следующей игре. От игры до игры, после игры мы не знаем, где они, что с ними, как они готовятся к следующей игре и так далее. Это все взаимосвязано. Хорошо, молодцы, хорошо. Прыгаем, 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 прыгаем до конца, прыгаем. Делаем все так, вот, мячом, как мы делали всегда. Лево, иди, малыш, делай, стань с кем-нибудь. От ворот. Вратарь, быстро своему, выбрасывай, удобно. И вы сейчас занимаетесь тренерской работой, продолжаете заниматься любимым делом. Здоровье детей какое сейчас? Потому что экология изменилась, обстановка совсем другая. Здоровье сегодня, конечно, у наших детей не очень важно. Они сегодня, у них и спина не такая, и ноги не такие сильные. Почему? Потому что меньше двигаются, меньше бегают. Это как может сказаться вот на спорте в целом? Из таких детей вам нужно готовить хороших спортсменов. Вот как раз через вот эти наши тренировки, через нашу методику тренировочного процесса, если они будут все время на свежем воздухе, если они будут получать нагрузки. Почему у меня немножко на тренировке я более обращаю на другое, чем на, например, технико-тактические действия. Что самое главное у вас? Мне самое главное на сегодняшний день, чтобы ребенок от занимаемого сегодня тренировочного процесса получал удовольствие. Ему надо больше давать ту тренировку, которую он хочет. Вы же все прекрасно видите, когда приводите своих детей, что дети первое, что спрашивают: а мы будем играть в футбол? Если я в этом возрасте, в 5, в 6, в 7-летнем возрасте начну их гонять, давать физические нагрузки такому этому, то тогда они, боюсь, что через длительное время они все перестанут ко мне ходить. В общем, интерактивная методика, да, игровая? Обязательно через игровую методику надо приходить, чтобы они полюбили, самое главное, футбол. Чтобы блистать на пьедестале, необходим не просто талант, но и упорство. В хорошей тренерской работе необходимо разглядеть эти способности. Для меня тренер – это такой строгий человек. Вы вот по-другому совсем к детям относитесь. Как вы считаете, так лучше? Это передалось мне лично от моего тренера. Был у нас такой тренер в Очамчирах, у кого я начинал, Бонду Ясунович Какубава. Я помню за свою вот спортивную жизнь, что я был в Очамчире, а мне было только до 17 лет я занимался у него. Я ни разу не помню, чтобы одного из нас, игроков, он выгнал с команды. Он ни одного футболиста не выгонял сам. Но не бывает же такое, чтобы все одинаково талантливые были. Он говорил нам всегда так: сама жизнь расставит, кому уйти, кому остаться. В Абхазии у родителей пусть и небольшой, но есть выбор, в какой вид спорта отдать ребенка. Помимо традиционных секций появляются новые виды, и зачастую приобщать детей к спорту начинают с раннего возраста. Дети тоже начали раньше приходить в спорт. Я считаю, вообще, если бы меня спросили бы, я до 6-7 лет запретил бы вообще ребенка отдавать в спорт. На колени слабые. Потом, к сожалению, у нас, видите, какое красивое поле, да? Какой красивый стадион. Но, к сожалению, искусственные поля не дают пользу детям, потому что здесь нагрузка другая. Поля искусственные, оно вообще должно быть так, для плохих погод. А мы должны все тренироваться, дети, взрослые, на естественных полях. Я к этому придерживаюсь и всю жизнь придерживался, и сейчас еще раз уверился, что в этом, да, оно здесь чисто, да, здесь дети у нас менее грязные, но ребенок, занимающийся спортом, большим, не маленьким, неважно, он иногда и в грязи должен поваляться, потому что грязь тоже дает свое преимущество.
За последние несколько лет в рамках комплексной программы в республике построены десятки футбольных мини-полей. На одном из таких проводит тренировки Юрий Логуа. В его группах около 50 детей от 5 до 9 лет. В начале ноября команда Юрия Логуа впервые принимала участие в детско-юношеском турнире Hopes Cup в Сочи. Соревновались десятки команд из России и Абхазии. Несмотря на то, что дети из республиканской детско-юношеской школы начали тренироваться всего год назад, ребята сумели выйти в четвертьфинала. Юрий Логуа в прошлом известный футболист. Его родной клуб «Динамо» с момента создания в 1927 году прошел от чемпионата Абхазии до высшей лиги Советского Союза. И, несомненно, много воспоминаний связано у Юрия Логуа с этим стадионом. Первая моя игра была в 1973 году на этом стадионе. Мне было всего лишь 15,5 лет, когда Савич Грамматикополо меня пригласил за «Динамо» Сухуми играть против чемпиона Советского Союза, обладателя Кубка Советского Союза Арарат Ереван. И вот я помню, как сегодня мы с ними тогда сыграли 2-2. Во втором тайме был выпущен, во втором тайме меня Савич выпустил, но мне было всего лишь 15,5, и вы представьте мое состояние, когда рядом с такими футболистами мне пришлось играть. Люди, которые играли за высшую лигу Советского Союза. И звездность не появилась у вас после этой игры? Я также остался таким же, как и есть. Ну, звездность, она, во-первых, у меня не могло появиться, потому что я все равно не сыграл в высшей лиге. Я играл во второй лиге чемпионата Советского Союза, играл за «Динамо» Сухуми, за мой любимый клуб. Я сыграл за «Динамо» Сухуми 10 лет. Здесь сегодня, когда мы стоим на этом поле, на такой красоте, здесь у нас был наподобие барака, где мы жили. Этот стадион для меня родной. Вот с 1973 года я здесь поиграл очень много-много игр. Работу наставника Юрий Логуа совмещает с должностью директора Республиканской детско-юношеской спортивной школы. Состояние здания видно невооруженным глазом. Уже несколько лет строение нуждается в капитальном ремонте, и руководство просит включить его в комплексный план. Я надеюсь, что настанут времена, когда отремонтируют. И что самое главное, вот такого здания, вот такого спортзала в Абхазии нету. Это самый большой спортзал, где можно заниматься баскетболом, волейболом. Потихонечку стараемся по своим мелким таким нашим расходным годовым, потихонечку начали мы менять окна. 4 окна поменяли. Вот сейчас здесь 2 еще окна сбоку будем менять. И вот стараемся потихонечку. В плачевном состоянии я могу даже вам показать малый зал. Это малый баскетбольный зал школы. Вы видите, в каком состоянии находится это помещение. Покрытие на полу уже давно пришло в негодность. Стены разъедает сырость. Но из-за нехватки залов здесь все еще вынуждены проводить тренировки. Не все совсем так черно, как мы все хотим представить. По возможности где-то что-то ищем, что-то находим, кто-то дает, кто-то помогает. И вот мы потихонечку сперва сделали кабинет секретарши, потом у меня сделали, потом медкабинет сделали ремонт. А сегодня уже вот заканчиваем почти кабинет педагогов, тренеров. Вот здесь мы проводим такие маленькие совещания, где каждую неделю тренера говорят о своей работе, говорят о своих успехах, говорят о недостатках и так далее. И я надеюсь, что в скорое время оно будет вообще более в идеальном состоянии. Если косметический ремонт в спортзале был сделан лет 10 назад, то капитальный ремонт в здании не проводился аж с 60-х годов. В плачевном состоянии находятся раздевалки. К примеру, вот так выглядит дверь в одной из них. Ежегодно на расходы Республиканской детско-юношеской школы выделяется 7 миллионов рублей. Эти бюджетные средства необходимо распределить на заработную плату 48 сотрудников и по возможности оплатить поездки для участия в международных соревнованиях. На мероприятие в этом году было выделено 2 миллиона. Если посчитать, перевести эту сумму на какие-то мероприятия, я могу себе позволить каждого тренера в одно соревнование провести в Абхазии, но из этих всех тренеров, 2-3, если я смогу отправить
за границу. Ну, за граница для нас сегодня это большинство своем, Россия. И вот все, весь бюджет, который нам дается. А для того, чтобы дети могли себе позволить прибавлять во всем, это и в волейболе, футболе, и в других видах спорта, им нужно хотя бы по 3-4 соревнования в Абхазии провести и столько же соревнований выезжать за территорию Абхазии. А все занятия, которые проводятся в этой школе, абсолютно бесплатные? На сегодняшний день могу смело сказать «да». Я имею в виду, бесплатно зарплату получают и все остальное. А с детей ни один вид спорта, который сегодня занимается в этой школе, ни один тренер не берет с детей ни копейку. Это не заслуга моя, у нас политика Минобразования идет к этому. В настоящее время в школе есть несколько секций: волейбол, баскетбол, футбол, настольный и большой теннис. На первом этаже школы расположен вот такой вот стенд с кубками. За каждой вот такой наградой скрывается колоссальный труд тренеров и воспитанников школы. На сегодняшний день мы гордимся этим уголком, заслугами наших детей. Я надеюсь, что их будет все больше и больше. В скором времени нам не будет хватать места, и нам придется, наверное, еще создавать какой-то уголочек. Юрий Родионович, наша программа подходит к концу, и традиционный блиц. Хотелось бы узнать от вас, что самое главное в вашей вот сейчас тренерской работе? Не фальшивить с детьми. Они это тоже чувствуют. И для этого я всегда стараюсь с ними быть справедливым к отношению ко всем. А какие у вас требования к детям? К детям? Простое. Только любить футбол. Это есть то, чем вы гордитесь, может быть, в вашей работе? Только одно, то, что мне жизнь дало возможность заниматься спортом. Я стараюсь вот этим детям, моим маленьким, которых я сегодня тренируюсь, я стараюсь им объяснить, что если у тебя талант 5% и возможности 95% трудолюбия, ты 100% станешь футболистом хорошим. Вот в целом для вас что такое счастье? Для меня счастье – это когда вокруг меня мои близкие, мои друзья, мои знакомые, им хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо вам.